Наращивая темпы развития, ингушские медики не перестают покорять новые горизонты. Один за другим в эксплуатацию вводятся новые медицинские учреждения. В 2017-м в Плиево торжественно открыли Республиканский центр фтизиопульмонологии. Несмотря на то, что официально запуск состоялся лишь год назад, работу в этом направлении медики начали вести задолго до церемонии открытия. Причем, если вначале врачи проводили операции только больным туберкулезом, то сейчас они успешно оперируют любых пациентов с легочной патологией. Много больных было выявлено, прооперировано на ранних стадиях с онкозаболеваниями. Потому что они поступали, там непонятно была какая ситуация, какое заболевание, попадая в диагностическое отделение, попадая потом, проводя диагностическую торакоскопию, выявляется очень много больных именно онкологических. На протяжении нескольких лет ингушские фтизиатры трудятся бок о бок с доктором медицинских наук, профессором фтизиопульмонологии Дмитрием Гиллером. Каждое проведенное ими успешное оперативное вмешательство – результат длительной подготовки, теоретической и практической деятельности. Имя центру и результаты центра делают не только палаты, стены и оборудование. В первую очередь делают квалифицированные люди. Я потратил более 10 лет на подготовку тех хирургов, которые будут работать в этом центре. И я уверен в том, что они с поставленной задачей справятся. С момента открытия центра фтизиопульмонологии прошел год, однако за этот период врачи успели провести около 200 операций, и это не считая тех оперативных вмешательств, которые проводились ими в этой области ранее. Чуть позже в Плиево торжественно открыли онкологический диспансер. Сотрудники нового медучреждения и министр здравоохранения региона Марем Арабханова устроили для гостей экскурсию по новому зданию. Первое, чем может похвастаться новая лечебница, это современное и многофункциональное оборудование, аналогов которому нет на Северном Кавказе. Позволяет и тяжело больным, которые не могут долго задерживать дыхание, очень быстро сканировать, скорость сканирования и оценка разрешения экрана, все на очень высоком уровне. Я сразу доволен. Ингушские врачи повысили выявляемость недуга на ранней стадии его развития, что в свою очередь влияет на снижение смертности из-за запущенных форм заболевания. В ноябре прошлого года ведущие онкологи России в рамках профильной комиссии представили проект национальной программы по борьбе с раком, который позволит определить направление развития онкологической службы в стране. Некоторые этапы реализации этой программы ингушские медики уже прошли. Сегодня мы подаем новый документ в рамках подготовки к этой программе, и многие позиции по оснащению диспансера, по строительству корпусов нами уже реализованы. В этом смысле можно говорить, что мы в какой-то мере опередили реализацию пунктов той самой национальной программы по борьбе с злокачественным новообразованием. Впрочем, не меньшими результатами радуют и врачи из Республиканского перинатального центра, который открыли в июне прошлого года. В новом центре функционирует отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, оснащенные современными высокочастотными аппаратами, которых в республике доселе не было. Уже в госпитальных условиях проведено лечение или прошли лечение более 10 тысяч пациентов. 2500 родов у нас прошло, около 800 проведено операций, из них операции, которые мы сделали новорожденным нашим ребятишкам, их около 40. Все это стало возможным благодаря поддержке Минздрава России. Побывав на открытии онкодиспансера и перинатального центра в Ингушетии, министр здравоохранения России Вероника Скворцова увиденным осталась довольна и отметила, что нашу республику ждут большие перспективы. Врачи, которые работают и в онкологическом центре, и в перинатальном центре, они прошли потрясающую высокую подготовку с лучшими стажировками в ведущих клиниках страны. Во всех центральных наших и онкологических учреждениях, и в перинатальных наших центрах, в Федеральном центре акушерства, гинекологии, перинатологии имени Кулакова. Я вижу колоссальные изменения в лучшую сторону. Если 4 года назад мы говорили с Юнусбеком Мамадгиреевичем о том, сможем ли мы выстроить систему трехуровневую, мы говорили, давайте ставим перед собой задачу сделать первый и второй уровень. А мы выстроили трехуровневую, и уже сейчас Ингушетия имеет свои собственные высокотехнологичные центры. Я хочу сказать сегодня огромный, просто низкий поклон и огромное спасибо от всего нашего народа вам, Мария Кирилловна, за вот такой подарок нам. И, конечно, главному застройщику Ростех Сергею Чемизову, его команде и тем ребятам, которые строили, Галаева Асхаба, первый, кто у нас начинал, там, Вязиков Бекхан. Все сделали, все выполнили задачу.
И этот центр, он не будет, я даю слово, он уже работает. Он не будет так, что мы сегодня отсюда ушли. И я не буду называть там регионы, но вот как центр, типа вот ушли, и все так нет, конечно. В 2017-м в эксплуатацию ввели и детскую республиканскую клиническую больницу. В открытии этого объекта также приняли участие почетные гости. Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Они поздравили персонал больницы с открытием нового медицинского учреждения. В сегодняшнем мире все зависит и от рук врачей, но и от той техники и технологии, которые есть в его распоряжении. Здесь очень много молодых докторов, очень много тех ребят, которые еще только учатся, и даже есть подрастающее поколение, которые, как нам кажется, хотят быть врачами. И это замечательно, потому что здоровье нации – это самый главный показатель уровня жизни населения. Поэтому я желаю всем добра, счастья и здоровья. Вам желаю профессионального роста, счастья. Ну и, конечно, чтобы всегда наши дети были здоровы и приходили к нам только для профилактики. Ну а если все-таки понадобится помощь, я уверен, что вы, такой профессиональный коллектив, сделаете все от вас зависящее, используя современные технологии для того, чтобы или вернуть, или восстановить здоровье, или же поддержать его. Спасибо еще раз большое, всех с замечательным праздником. После официальной части гостям предложили экскурсию по зданию ДРКБ. На первом этаже детской больницы разместились 3 отделения – приемная, травматологическая и клинико-диагностическая лаборатория. Этажом выше лор-отделение и детская хирургия. Здесь, по последнему слову техники, оборудованы 1 большая и 2 малые операционные. На входе в каждую из них установили бесконтактные двери для стерильности, чтобы после обработки рук специальным раствором не касаться стен и других предметов. Оперативные вмешательства здесь проводят не только ингушские медики, но и врачи из ведущих клиник страны. Недавно в больнице провели ряд пластических операций детям с врожденными дефектами челюстно-лицевого аппарата. В числе маленьких пациентов есть Исмаил Мистуев. Проблема была в том, что вот некоторые звуки у нас плохо выговаривались, а в принципе вот эстетический вид, он у нас уже был восстановлен еще в раннем детстве, до года. Полностью вот эта губа, она приросшая была к зубам. Открылись, Машка, ротик, видите, вот даже заметно то, что у него вот это все было. Сейчас ему все это исправили. Операцию ему провел профессор и начальник Центра челюстно-лицевой хирургии Московской центральной клинической больницы Геннадий Гончаков, который приехал в республику в рамках соглашения, заключенного с Минздравом Ингушетии. И хотя ингушские медики уже проводят подобные оперативные вмешательства самостоятельно, такой мастер-класс от высококвалифицированного врача принесет немало пользы, уверены они. Позаимствовали опыт, Геннадий Васильевич все комментирует, демонстрирует нам, мы очень благодарны ему. А в будущем мы поедем туда, в город Москву. Есть уже дети отобранные, которые нуждаются в тамошней операции с технологией и с оборудованием, с аппаратурой. Будем там учиться. Традицией в детской больнице стал и приезд врачей из Татарстана. Хирург-уролог-андролог Наиль Акрамов и заведующий отделением детской хирургии Андрей Подшивалин периодически проводят отбор пациентов, а после приступают и к проведению операций. Не менее успешны достижения ингушских нейрохирургов. Если в 2016-м им удалось буквально пришить пациенту обратно оторванную в результате несчастного случая руку, соединив между собой нервы, сосуды и ткани, то спустя год они провели сложнейшую операцию на головной мозг. Провели декомпрессивную трепанацию задней черепной ямки, то есть мы убрали часть черепа, заднего отдела свода черепа, убрали дужку первого шейного позвонка. В больших клиниках именно такие операции проводятся с пластикой, твердой мозговой оболочкой, используя искусственную пластику. А совсем недавно еще одну уникальную операцию провели и врачи медицинской клиники «Здоровое поколение». Врачи-офтальмологи из Дагестана вместе с руководителем медучреждения Юсупом Байсагоровым сумели вернуть зрение одному из старейших жителей страны Апазу Илиеву. Как таковой сложности не было, но все равно у него слишком перезрелая катаракта была. И в этом отношении пришлось нам еще дополнительно поработать. Но мы справились, операция прошла благополучно. Медики стали чаще проводить профилактические акции. Врачи разворачивают небольшие медпункты не только в учреждениях республики, но и в общественных местах. Увеличилось в этом году и число доноров крови. Постоянную работу с населением проводят и врачи Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Чтобы повысить выявляемость заболеваний, медики стали выезжать на дом больным. В рамках профилактической акции в специализированном мобильном модуле они могут сделать УЗИ, сдать анализы и проконсультироваться с терапевтом. Параллельно медики повышают и свой профессионализм. В
конце 2017-го в столице республики прошла конференция под названием «Вторая зимняя школа клинициста», в которой приняли участие врачи из различных регионов страны. Проводятся и обучающие семинары. Кроме того, региональный Минздрав с каждым годом увеличивает количество целевых мест в медицинские вузы страны. В планах на будущее не только подготовка профессиональных кадров и оказание высокотехнологичной помощи в республике, но и улучшение качества медпомощи врачей так называемого первичного звена. Это однозначно наращивание высокотехнологичной медицинской помощи, это наращивание медицинских объемов, это повышение квалификации врачебного персонала, это улучшение оказания услуг, медицинских услуг населению республики. И, конечно же, в дальнейшем развитии строительства новых объектов, это строительство амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. Успехи Минздрава республики в развитии здравоохранения отметили недавно на 10-й Всероссийской научно-практической конференции в Москве. Подводя итоги деятельности региональных министерств, организаторы мероприятия объявили победителем премии за устойчивый рост показателей работы органов управления здравоохранением субъектов России нашу республику. Сейчас мы приглашаем на сцену министра здравоохранения Республики Ингушетия Марию Якубовну Арабханову. Позитивную динамику развития медицины в Ингушетии отметил Юнусбек Евкуров во время оглашения своего послания Народному собранию. Глава Ингушетии определил ряд задач, которые предстоит решить правительству республики и региональному Минздраву. В первую очередь необходимо продолжить работу по созданию трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам и детям, повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи и создать комфортную среду и атмосферу доброжелательности в медучреждениях. Раз и навсегда необходимо решить вопрос с нехваткой медикаментов в больницах. Люди должны получать помощь в полном объеме. Нельзя забывать, что человек обращается в больницу с конкретными проблемами и недугом. Задача персонала медицинских учреждений – оказание необходимой медицинской помощи в полном объеме и с высоким качеством. Те, кто об этом забывает, конечно, должны искать себе место, работу в другом месте. На это надо обратить внимание как Минздраву, но особенно, конечно, депутатскому корпусу, который курирует направление здравоохранения. Глава Ингушетии также добавил, что необходимо усилить в регионе профилактическую работу в области здравоохранения, которая реализуется в рамках президентской программы «Здоровая нация» и которая также была отмечена в послании президента России. В ближайшем будущем в Магасе начнется строительство республиканской многопрофильной больницы на 350 мест, на базе которой будут открыты специализированные клиники и кафедры медфакультета ИНГУ. В новом медучреждении также развернутся сосудистый центр, травматологический пункт, ожоговое отделение, станцию скорой помощи и поликлинику на 600 посещений в смену. Очень скоро в республике начнут и строительство психоневрологического диспансера. Тем самым здравоохранение в Ингушетии в ближайшее время выйдет на новый уровень, позволив нарастить темпы развития заданных направлений в медицине и даже освоить новые. Мадина Пугоева, Новости 24.